Видеодоказательства с митинга 26 февраля опровергают вину Чайгоза. Такой вывод сделал адвокат защиты по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чайгоза. На 71-м судебном заседании рассматривали видеоматериалы с митинга 26 февраля 2014 года. Николай Полозов сообщил, что на видео четко видно, что основные провокации совершали ополченцы, казаки, представители пророссийского митинга. Ахтему Чайгозу вменяется организация массовых беспорядков и смерть 2 человек. Грозит ему до 10 лет тюрьмы. Организованно одномоментно осуществляли силовое воздействие на участников проукраинского митинга. Провокации продолжались на протяжении нескольких часов. Однако эти доказательства полностью опровергают не только показания потерпевших и ряда свидетелей обвинения о действиях Чайгоза, но и в целом опровергают обвинения. Фактически обвинение рассыпается. Ильме Умерову в ФСБ вручили обновленное обвинительное заключение. На прошлой неделе заместитель главы Меджлиса лишился сразу 2 защитников-адвокатов. Николая Полозова, которого ФСБ пытается вызвать на допрос в качестве свидетеля по делу Умерова, другого его адвоката Эмиля Курбединова 26 января арестовали на 10 суток за публикацию в Фейсбуке, которую он сделал 4 года назад. Ильме Умерова обвиняют в сепаратизме. Когда уже материалы близки к завершению, перепредъявляется обвинение или еще по-другому называется предъявлено новое обвинение. Статья осталась прежняя. У меня есть договоренность с 3 адвокатами, 2 из них выбили. Полозова изменив статус в моем уголовном деле, он может быть только свидетелем. Второй адвокат, Эмиль Курбединов, признают виновным в административном правонарушении и лишает свободы на 10 дней. У меня остался один адвокат, Эдем Семедляев. И мы сегодня вместе с ним были на допросе у следователя ФСБ. Уголовное дело никто не закрывал.